Салем, Достар! Вы на канале Незад. В этом выпуске мы поговорим о легендарном казахском палуане Хажамухане Мунайтпасове из рода Кыпшак, уроженце аула Короткель, расположенном недалеко от нынешней Астаны. Хажамухан за свои заслуги в профессиональной борьбе был награжден множеством медалей. Великий палуан, побеждая одного соперника за другим, успел выступить в 24 странах мира. Известно, что он был обладателем около 50 разных наград, а установить точное количество его медалей и наград несколько сложно, так как некоторые из них были уничтожены во время пожара в цирке в городе Челябинск, а приличную часть медалей оставил известному борцу Вейланду Шульцу, когда тому понадобились деньги на возвращение домой по случаю внезапной смерти отца. Великодушный Хажамухан с легкостью расставался со своими многочисленными медалями. Приведем лишь два примера его зарубежных награждений. Персидский падишах наградил его орденом Льва и Солнца за победу над чемпионом Персии Машрутом, а в стране восходящего солнца Японии Хажамухан был награжден орденом Благоденствия за победу над японским чемпионом Царакики Джиндофу. Факты из жизни Хажамухана перемешаны легендами, и находились люди, пытавшие дискредитировать великого палуана, обвиняя его во лжи. Хажамухан не был из таковых, а скорее всего некоторые люди не понимают того, что разносторонний Хажамухан был не только величайшим палуаном, но и цирковым артистом и профессиональным рассказчиком, умеющим завлекать и завораживать публику. Обвинять его в неправдивости равно тому, что кто-то будет называть современного стендап-комика лжецом за его выступление на сцене. Один известный писатель в своей книге «Школа жизни» пишет, что Хажамухан рассказывал, что был в 56 странах мира, 56 раз получил звание чемпиона мира и, соответственно, за свои заслуги получил 56 медалей и приводит к сомнению сказанное великим палуаном. Мы полагаем, что подобные рассказы были частью увеселительных программ. Но в любом случае нет никаких сомнений в том, что Хажамухан, гений своего неповторимого мастерства, был один из величайших палуанов не только казахских степей, но и всего мира. Биографы выделяют три этапа становления личности Хажамухана: Баламукан, Палуан-мукан, Хажамухан. Приставку «хажи» он получил после совершенного хаджа, или по-казахски «хажылык», а в остальном мире он был известен под разными именами, например, как Черный Иван или Ямагата Мухонури. Загадочный псевдоним появился благодаря великому борцу Ивану Лебедеву, который, желая привлечь публику, представил своего товарища грозным самураем и телохранителем японского императора Ямагатой Мухонури. А Черным Иваном он стал называться, выступая вместе с такими грозными борцами, как Иван Поддубный, Иван Заикин и Иван Шемякин. Среди трех Иванов и великого палуана степей для созвучия прозвали Черным Иваном. Мы уже говорили о великодушии легендарного палуана. А знаете ли вы, что Хажамухан на Великую Отечественную войну преподнес фронту военный самолет У-2, купленный на личные сбережения, которую по его просьбе назвали в честь казахского сардара, полководца Амангельда Иманова. Этот благородный поступок говорит о бесконечной любви палуана к своей родине. Хажамухан получил личное письмо от Иосифа Виссарионовича Сталина касательно своей просьбы. «Ваше желание будет исполнено», – писал ему товарищ Сталин. Хажамухан был также известен своей любвеобильностью, которая подтверждается тем фактом, что великий палуан был женат 4 раза и имел от них 4 сына, 3 дочерей. К сожалению, власти оставили без внимания великого палуана, не приняв в расчет ни его спортивные заслуги, ни помощь фронту. Великий палуан умер в 1948 году в бедности и в хлеву в Южно-Казахстанской области. Он прожил яркую жизнь, полную множества событий, наград, любви и разочарований. Казахи уважительно прозвали Хажамухана Мунайтпасова Кыш Атасы, что значит «отец силы». Великий палуан говорил: «Человеческая лень – самое страшное зло на свете». Ведь правда, что лень разрушает человека. Давайте бороться с величайшим злом все вместе. Не ленитесь, делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, друзья!